Ханапша, ямыр хадын хажудыш. Ханапша, шамда биш ярынып. Хариусыш, ханыш, аңғушы менен ухыр. Харар сытхылыр, енік дұрында таңғариклапте. Премьера спектакля «Бульжемур Тengорын. Когда падают горы». 15-16 июня. Бурят театр. Вот они зачитывают телеграмму, ты в это время сюда подходишь, отбиваешь, как бы, она сразу танцует, а ты идешь телеграмму. Да, танцуешь. Дальше следующий, кто телеграмму читает? Раньше называли Бурятию страной жаворонков. Вот какие-то места, где на самом деле вот, любя и так далее. Но этой страны жаворонков уже и нету. То есть это иногда мне кажется, что страна жаворонков уже становится как какая-то не как мечта, которая никогда не сбудется. С Григорьком мы уже начали работать с 89 года. В 89 году он с Бальжановым делал «Король олень» Гоци. Я тогда еще был актером. А потом уже в 93 году мы делали «Дочь снов», спектакль по легендам хоринских бурятов. Вот он со своим курсом делал. Вот. Потом была работа над «Улейскими девушками» в Нью-Йорке. Мы его специально позвали в Нью-Йорк. Игоря, поехали вместе, и вот сидели, сочиняли, делали спектакль, и задумывали именно в Нью-Йорке «Улейские девушки». А Скоморохов, это вот они друзья с Сайжиной, вот, как-то «Поющие камни» сделали, и как-то так пошло. Мы еще не видели целиком репетиции, вот, поэтому пока еще рано. Пока мы только приглядываемся. Я думаю, что это и киргизский, и бурятский, и такой масштаб. Мне кажется, он должен выйти еще больше, еще шире, может быть, в масштабе нашей страны, в масштабе мировом. Вот хотелось бы какой-то такой более глобальный дать ход этим событиям. Как мы знаем, идеала не бывает. Мы к нему стремимся, но такого не бывает. Хотя, конечно, каждый жест, каждый шаг, каждое движение, оно должно быть, скажем так, высчитано, выстрадано и точно как бы работать на образ, на спектакль. Если брать этот спектакль, у него особый жанр, особое направление, поэтому есть такое у нас понятие в театре: первый план, второй план, третий план у актера. Так вот, в этом спектакле пластическое решение не только актеров, движения, но и мизансцен, это как раз второй план, подтекст того текста, которого они говорят. То есть это не метафора, то есть ее называют метафорой, в принципе, но это как раз второй план, подтекст того, что актеры будут говорить. Это история, написана киргизом, но история, которую мы знаем и как бы читаем, она не имеет национальности. На самом деле это история любого человека в этой жизни. Она может произойти с любым. Другой разговор, что есть определенный колорит, и вот этот момент, скажем, разговор о корнях, о вещах, которые как бы в принципе в каждом народе есть. Это же можно было и эту же историю перевести, как бы переложить и на ту же Украину или на ту же Молдавию, я не знаю, на любой народ, потому что у каждого есть похожие легенды.
истории похожие. Другой разговор, что это сейчас происходит именно в Бурятии, в Бурятском театре, ну, это, скажем так, мой второй дом, вообще-то, как бы, я, можно сказать, здесь творчески родился, потому что я здесь учился, я здесь родился, здесь и создавал свой театр, и вообще, как бы, направление. Здесь мои учителя, вот. А тем более с этим театром мне очень много связано, и с традициями, и вот. Поэтому, во-первых, мне это волнительно, потому что я давно не был здесь и не занимался этим. Вот. А с другой стороны, я на самом деле сейчас настолько пополняюсь сам и чему-то учусь, потому что это правда очень любопытная, интересная вещь. Но я говорю, что эта история может быть у любого народа. Другой разговор, что есть свои краски, колористика, это да. Все, я свободен. Свободен. Спасибо. Отлично. А вы можете варежки надевать? Все здорово. Вообще это очень интересное погружение в другую культуру и пытаться выявить из этой другой культуры какие-то особенности и да, не делать конкретно вот национальный костюм таким, каким его привыкли все видеть, а вот на базе национального костюма создать что-то третье, это очень интересно. Для нас здесь вот эта, наверное, фишка, она вот в какой-то предельной простоте. И в таких вот авангардных цветах, да, черный, красный, серый, белый. То есть вот все очень лаконично и очень просто должно быть. Ну, во-первых, там две вещи совмещены. И в одной повести национальный костюм, а другая современная. Она написана в 2006 году, поэтому там все костюмы современные, они тоже со своими особенностями. То есть тоже подробно рассказывать не буду, чтобы сохранить интригу, но там есть тоже свои фишки, как вы говорите. Они тоже такие, там, все в берцах. И такая, то есть здесь такая какая-то жесткая современность, да, когда острые герои, они в берцах, они в горах лазят, в общем, все так жестко довольно. И при этом такая ретроспектива, она, с одной стороны, тоже острая, вот по авангардному острая, да, а с другой стороны, она все-таки по сравнению с теми костюмами мягкая, то есть мягкие ткани, пальтовые ткани, войлок там, они создают тоже какую-то такую ретроспективу, которая является каким-то контрапунктом современных костюмов. «Вечная невеста», она, наверное, самая подробная в плане вот национальности. То есть и с режиссером тоже придумывали по задумке, она должна быть очень узнаваема. То есть если остальные герои, они как бы условно очень, то «Вечная невеста», она тоже условно вот в каких-то формах простых, но по костюму там головной убор, там платок, фата и так далее, это все должно быть узнаваемо. Как нас учили, что поэт может один сидеть и сочинять, да, и проверять там, и так далее, или же там композитор вот, может один там, а в театре только коллектив.